наше поколение, наши люди должны знать свою историю своих, значит, земляков, их благородные поступки, поступки других должностных лиц, в частности, значит, полковника Андроникова. Да, он себя повел по-мужски, по-рыцарски, я бы даже сказал, да. Он придерживался рыцарских порядков, что ли, так будем говорить, рыцарских норм. Ну, имел честь, короче, честь офицера. Вот. Да. Бакнин так и поступил. Он поехал, узнал, где живет Андроников. Андроников, оказывается, жил тогда во Владикавказе, там квартира у него была. Он к нему вечером отправился. И потом, когда приблизился, значит, он попросил дежурного офицера дать ему возможность встретиться с полковником Андрониковым. А тот спрашивает: а кто ты будешь? Он говорит: моя фамилия Хутиев, Бакни. Тот немножко так удивленно на него посмотрел: ты случайно не тот? Или это совпадение? Хутиев, который убил предшественника моего нынешнего, значит, шефа. Он говорит: нет, это тот самый. И ты хочешь представить перед ним? Да, передай ему, что я, значит, тот самый Бакни Хутиев, хочу с ним встретиться. Ну ладно, тот, говорит, пошел, и через несколько минут вернулся и говорит: заходи, только все оружие выложи. А Бакни сказал, что оружия у него нет, он без оружия явился. Да. Он пришел для разговора с ним, для мирных переговоров и так далее. Андроников встретил его в своем кабинете. В квартире у него был еще свой кабинет. Бакни зашел, поздоровался. Андроников не ответил на его присутствие. Только, значит, повернулся на какое-то мгновение, отвернулся к окну и спросил: ты есть Бакни Хутиев? Он говорит: да, я Бакни Хутиев. Это ты убил моего предшественника? Да, это я убил. И ты решил со мной переговорить? Да. А с какой целью? Я хочу рассказать вам все обстоятельства дела. Бакни хорошо говорил по-русски. Андроников говорит: а ты что, считаешь, что я не знаю этих обстоятельств, не интересовался и мне не докладывали о них? Нет, я знаю, что вам докладывали, вот, вас знакомили, но я, значит, предполагаю, и по имеющимся слухам вам сообщили далеко не всю информацию дали, а многое из того, что вам сообщили, было искажено, а многие детали вам и не сообщили. Ну тогда рассказывай, все как есть, с самого начала. А уж дальше я постараюсь, значит, определить, что мне говорили, и что ты мне сказал, и насколько одно другое соответствует правде. И Бакни, значит, ему рассказал. Все в подробностях. Как он со своим товарищем выехал из леса, как он встретил митинг, какой произошел разговор, и дальше о том, что митинг убил его товарища, побратима по клятве. И он тогда, значит, в порыве возмущения кинулся, значит, на митника, ну его, значит, не допустили, схватили тут же, не дали, а митник сам его вызвал на поединок и сказал, что он в силах его одолеть в рукопашную и, значит, и докажет ему, вот, без всякой стрельбы и так далее, да, кто, кого стоит. С нами произошла вот такая вот ссора и окончилась вот тем-то и тем-то. Андроников его выслушал и сказал: ты знаешь, какие тебя ожидают последствия? То, что ты решил. Да, я знаю. А на что ты надеешься? Я надеюсь на то, что вы
значит, объективно оцените, значит, и мое поведение, и мой поступок, и вынести справедливое решение. И ты надеешься, что я, значит, могу тебя простить или, значит, буду пытаться это сделать. Я не знаю, на что вы сделаете, на что вы пойдете, но я полностью, значит, полагаюсь на то, что вы вынесете справедливое решение. Я готов принять его таким, каким вы его, значит, примете. Андроников задумался. Довольно долго пауза продолжалась. Потом он повернулся и говорит: вот что, если уж ты решился прийти сюда заранее, я мог бы тебя арестовать тут же. Я этого не сделаю. Информацию, которую ты сообщил, я ее проверю должным образом, тщательно. Ну, а дальше я тебе ничего не обещаю. Для тебя может очень печально окончиться, значит, наша следующая встреча. Я тебе предлагаю через неделю встретиться здесь же, в это же время. Сейчас ты можешь, не боясь, значит, задержания, ареста, идти своим путем. Но я тебе не обещаю, что это случится в следующий раз, когда ты придешь через неделю. Это я тебе заранее говорю. Ты свободен. Бакни ушел. Через неделю он вновь явился. Доложил опять же, значит, дежурному офицеру. Офицер тут же прошел, значит, к Андроникову, вышел и пригласил его. На этот раз Андроников его уже встречал с более дружелюбно. Мало того, что встречал, он, значит, вышел к нему навстречу и подал ему руку. Пригласил и посадил за стул. И сам сел за стул напротив. И сказал: Бакни, я подробно вновь ознакомился с той информацией, которая у нас имелась. Я ее сравнил и с тем, что ты мне сообщил. И сказать по правде, там имелись большие расхождения. Я вновь провел опрос свидетелей, и как все обстояло дело, до мельчайших подробностей. И я доволен, что ты ничего не утаил и сказал всю правду. По этому поводу я посоветовался с вышестоящими должностными лицами в Тифлисе, где находится наместничество. И, конечно, с моей подачи и с их согласия, значит, мы решили тебя освободить от дальнейшей ответственности за этот случай. Я от себя добавлю, Бакни, что если бы я был на твоем месте, вот в момент твоей встречи с полковником Митником, я бы поступил точно так же, как и ты. Тебя не будут преследовать, ты можешь спокойно вернуться в семью и жить. Постарайся дальше, в дальнейшем, не вступать в противоречие с законом, с властью. Желаю тебе удачи в этом пути и позволь пожать твою руку. И до свидания. Ты свободен. Тебя никто не будет преследовать. Это не только мое решение, это решение вышестоящей инстанции. Итак, Бакни вернулся и дожил до 1945 года. Умер он в Казахстане.
Азамат Азраилович, вы его видели сами? Да, я видел. Уже, значит, в 45 году мне было уже почти 7 лет. Это был уже, значит, глубокий старик, но очень такой благообразный, благородной внешности, очень приятный. Ну, он-то, конечно, говорил не об этом, да. Эту историю мне рассказал мой отец, его племянник Бакни, и другие люди, которые там находились, значит. Другой мой дядя, Мурзабеков Борис Зангивич, тоже был командиром Красного полка, активный участник гражданской войны. Вот. Они, конечно, знали и об этом, и о другом, и многие ингуши знали. Ваш дядя тоже участник, да? В дикой дивизии, да, участвовал дядя? Да, он был, значит, он был не просто в дикой дивизии, он был, значит, дикая дивизия состояла из нескольких полков, из 6 полков северокавказской национальности. Значит, все там были представлены: черкесский, кабардинский, ингушский, чеченский, дагестанский и татарский, то есть азербайджанский. Кроме Остинского полка. Остин там, ну, там отдельные офицеры служили, а так национального соединения не было. А каждый из этих полков, перечисленных 6 полков, состоял из 4 сотен рядового состава, так называемых всадников. Ну, там, значит, интендантская служба, служба снабжения, там, пулеметные роты и так далее. А ингушский полк состоял из 5 сотен. 5-й сотней командовал небезызвестный Чебиров. Нет. Кибиров, да. Тот, который в 1913 году преследовал Зелимхана и убил его под Грозным. Он командовал так называемой Обреческой сотней. Это была единственная сотня в нашем ингушском полку, составленная из ингушей-абреков. А в этой Обреческой сотне под командованием Кибирова была разведгруппа, которой командовал мой дядя Мурзабеков Борис Зангиевич. Значит, у него были, как говорится, свои счеты. Да, он был абреком до этого, скрывался от властей. Вот. Но он скрывался из-за кровной мести. Он мстил за своего отца, убитого в Алагире. Ну, убийцу отца, он, значит, его, правда, он не настиг, но настиг его брата. И его, значит, преследовали. В поисках этого, значит, убийцы своего отца, он, значит, был в Грузии. Там неосторожно повздорил с офицером. Вот. А в то время, значит, дерзить или, значит, оскорбить, как говорится, офицера, это считалось большой провинностью. И он был вынужден скрыться. И он, значит, скрылся, но, правда, вскоре его арестовали и заключили в так называемую Владикавказскую каторжную тюрьму, в которой впоследствии находилось, значит, училище. Сперва, значит, автоучилище, а потом ракетное училище. И он совершил в 1913 году побег из этой каторжной тюрьмы и скрывался. А потом началась Первая мировая война, или Великая война, как ее называли. И тогда, значит, вышел царский указ, согласно которому, значит, провинившиеся люди могли искупить свою вину на фронте, значит, служа, как говорится, Отечеству. И он отправился на фронт и был, значит, зачислен в ту самую обреческую сотню. А там все абреки, эта сотня состояла из таких абреков, которых по всей Ингушетии набралось и сформировано. И командовал ей, значит, вот этот вот Георгий Кибиров. Ну, они потом встретились. Эта история тоже такое имеет и действительно романтическое продолжение. При случае я расскажу эту и другие истории, которые будут интересны нашему слушателю, читателю. В следующей части как раз мы это... Да. Этих историй у нас несколько. Если, значит, наши слушатели найдут интересным, я могу их несколько таких историй рассказать, о которых знаю, пожалуй, только я сейчас.
Баркалдерия Салузи тогда были.